Дистанционные мошенники украли около 400 тысяч рублей у двоих жителей Алданского района Якутии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону. Мошенники обокрали якутян под видом сотрудников банка. 70-летняя жительница поселка Верхних Куранах в социальной сети «Одноклассники» получила сообщение от своей подруги о том, что банк проводит акцию, согласно которой всем клиентам полагается выплата в размере 4500 рублей. Для получения денег предлагалось отправить контактный номер телефона. Позже с ней в мессенджере WhatsApp связался лжесотрудник банка. Женщина отправила фотографии всех банковских карт и коды из СМС-сообщений. Мошенники похитили у пенсионерки 54 тысячи рублей. Также 61-летнему мужчине поступил звонок от неизвестного человека, который представился сотрудником банка и сообщил о мошеннических действиях по его счету. Потерпевший продиктовал номер карты, код с оборотной стороны карты, коды из СМС-сообщений и записал под диктовку номер счета, на который затем перевел свои деньги. Мужчина отправил мошенникам более 326 тысяч рублей. Судоводитель, по вине которого погиб пассажир, предстанет перед судом в Якутии. По информации Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России, мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности движения судна. По версии следствия, 29 октября на реке Лени в 15 километрах от поселка Сангар Кобяйского района нетрезвый 53-летний мужчина, управляя лодкой «Прогресс-4», столкнулся со стоящей на якоре несамоходной баржей. В результате мужчина, находившийся в носовой части, упал за борт и утонул. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы. Мужчина пытался пронести 11 сотовых телефонов в лечебно-исправительное учреждение номер 5 в Якутске. Он был остановлен сотрудниками этого учреждения. По информации пресс-службы Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по региону, задержанный также пытался пронести по 5 сим-карт и зарядных устройств, 2 гарнитуры и 600 рублей. Он упаковал вещи в полиэтиленовый пакет и намеревался передать его осужденным через канализационную сеть. Сообщается, что мужчина ранее отбывал наказание в одном из исправительных учреждений региона. Бывший заместитель главы Вилюйска предстанет перед судом за хищение более 362 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Отмечается, что уголовное дело возбуждено по материалам проверки, распространившейся в мессенджере WhatsApp информации о нарушениях закона. Согласно материалам проверки прокуратуры и данным следствия, в 2019 году и в начале 2020 заместителю главы Вилюйска производилось ежемесячное авансирование зарплаты. Оказалось, что аванс превышал зарплату женщины, и в итоге переплата составила более 362 тысяч рублей. Также деньги оплачивались без заявления на авансирование и решения работодателя. При этом задолженность в годовой бухгалтерской отчетности не отражена. Экс-замглавы обвиняется в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения. Кроме того, на рассмотрении суда находится уголовное дело по той же статье в отношении бывшего главного бухгалтера администрации Вилюйска. Переплата аванса женщины составила около 260 тысяч рублей. Полицейские выявили факт незаконной продажи алкоголя в Среднеколымском районе Якутии. Установлено, что 64-летний продавец одного из магазинов города Среднеколымск осуществил продажу 3 бутылок водки. В ходе осмотра помещения полицейские обнаружили 10 пластиковых емкостей с этиловым спиртом объемами по 5 литров без сопроводительных документов. Всего изъято 148 литров спиртосодержащей и алкогольной продукции. По этому факту возбуждено дело об административном правонарушении. Это влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 150 до 200 тысяч рублей с конфискацией продукции или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией продукции. Бывший директор дорожной организации обвиняется в незаконной рубке леса в Усть-Майском районе. Об этом сообщает прокуратура Якутии. По версии следствия, обвиняемый осенью 2017 года при проведении ремонтных работ на республиканской автомобильной дороге Амга без разрешительных документов дал указание своим работникам провести расширение карьера за счет валки лесных насаждений с целью извлечения песчано-гравийной смеси. Это повлекло уничтожение до прекращения роста лесных насаждений общим объемом 75 кубометров. Сумма ущерба, причиненная лесному фонду, составила более 200 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы. Кроме этого, прокуратура района предъявила в суд исковое заявление о взыскании с мужчины суммы ущерба. Полицейские установили подозреваемого в краже денег из кассы магазина в Среднеколымском районе Якутии. Мужчина взломал входную дверь магазина, проник в торговое помещение и украл 12,5 тысяч рублей. В ходе осмотра места происшествия полицейские отметили, что злоумышленник повредил замок острым предметом. Вскоре в одном из ближайших дворов оперативники обнаружили выброшенный в снег топор. Эта улика и привела сотрудников уголовного розыска к подозреваемому. Им оказался 17-летний житель района. Как отмечает пресс-служба МВД по Якутии, несмотря на юный возраст, молодой парень ранее уже был трижды судим за имущественные преступления. Также отмечается, что потратить похищенные деньги он не успел.
Житель Усьмайского района обвиняется в нарушении правил дорожного движения, что привело к смерти 2 человек. Прокуратура Якутии сообщает, что в феврале 2019 года обвиняемый, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, ехал по поселку Эльдикан Усьмайского района и превысил предельную допустимую скорость. В результате он, не справившись с управлением, выехал на правую обочину дороги и врезался в жилой многоквартирный дом. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 2 пассажира. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд.